вот из звезд мировых, так скажем, ну или не звезд, но неизвестных, допустим, широкому зрителю, да, с кем вам доводилось на одной сцене петь? Вот. Самый такой запоминающийся со для вас. многими, Да. и с Анькой Нетребко, и с Ильиной Гаранчо, и со многими. Да, сейчас я не вспомню. Сейчас только знаменитостей у нас. А? Дима Белосельский. Ну, это просто перечислять можно. Мария Гулегина. Ну, так и не вспомнишь, что я со всеми звездами только пою. С дирижерами, режиссерами, певцами. А насчет дирижеров, кстати, вот здесь у нас есть прекрасный педагог Тамерлан Кусураев. Да, конечно. Вот молодые ребята, которые и Хэкок Тидеев, да, это все очень гениальные ребята. Вы с ними знакомы? Как да, связь? конечно, мы знакомы. У меня есть даже желание их пригласить на фестиваль где-нибудь. Без искусства страна, город и вообще республика развиваться не может. Без настоящей музыки, но не зря же в Вене, везде в Италии музыка, да, она Венский симфонический, там, Венский филармонический, это же оркестры, которые на них держится все. Люди специально приезжают, слушают их. Ну как без музыки, даже не представляю. Как можно слушать вот этих певцов, которые под фонограмму, и не слушать живой оркестр? Я вообще, как это можно не любить? Я не представляю. Многие не сталкиваются просто. Наверное. Сейчас все тянутся к более что-то легкое, это же все доступное. Зачем углубляться там, в Моцарта, танцевальную все. Да, и рэп слушаю, и рок, и ритм энд блюз, да. Да, конечно, мы все время танцуем. А нашу астинскую музыку, этническую, вы слушаете? Да, конечно. Вообще... Я имею в виду этническую, не эстрадную. Да, я слушала, но у нас ее мало, этой этнической музыки, я ее мало слышала. Кто Кона слушала, да, больше ничего нету. Они классные, мне очень нравятся, я бы даже хотела такое что-нибудь. Тоже, кстати, ребята абсолютно без какой-либо минимальной даже поддержки. Да. Абсолютно. Даже у нас Астина никто не поддерживает, Астин. Ребята инструменты своими руками делают. Я знаю, мне говорили, они классные. Их бы показать миру, А вот вы сама слушаете? Не, я все знаю, я все направления знаю в музыке. Допустим, ваши направления какие? Я даже не буду перечислять. Не стыдно называть. Допустим, любимая рок-группа. Ну, из наших я пела же с Парком Горького, и как раз после нас пел Аэросмит. А, точно. 5 исполнителей было, да, День Москвы. Дима Билан пел Гагарина. Кто-то еще не помню из известных. Потом мы с Беловым, потом Пармухина спела, и вышел Аэросмит. Там Я, может быть, еще один такой вопрос. Тимур поет, он не страшно, чтобы он в таком возрасте потерял голос? Да, ничего не потеряет. Тимур это... У него все нормально будет, и сейчас нормально. Тимура тоже не поддерживают. Ему хотелось, чтобы ему выделили квартиру какую-то. Мне нравятся условия, в которых он живет. Такие дети не должны жить так. И всячески должны их поддерживать. Ну, я не знаю, он у нас вообще один такой. Он гениальный мальчик, он вообще невероятный парень. И по жизни, и вообще голос у него уникальный. Вот сколько я пела с контртенорами. У него самый красивый всех голос. Дальше я надеюсь, что еще. И он трудолюбивый, да? Ну конечно, он спел в опере, очень быстро влился. Я смотрела, я просто обалдела. Он такой органичный в опере, то есть вот музыка это его. У него был просто большой успех в Москве. Ну, мальчик вы, допустим, маленький в опере. немножко не в курсе. Где Он пел в опере, в Геликон опере. Значит, он пел, не помню, как называлась его роль, есть такая опера, называется она «Царица». Наш русский композитор, не помню. Вот, и он в этой в опере в постановке участвовал. 6-го и в Большом театре у него будет концерт, так что... Ну,
Ну, он тоже уедет, его сейчас он и в Дубае будет петь, там, в Германии, везде заберут его, потому что такие голоса на вес золота. Если взять Его тоже заберут. ну, да, Там-то ваши знают. роли, да, постановки, спектаклей, в которых вы принимали участие, какая из них у вас самая любимая? И, ну, я понимаю, что из-за особенностей голоса, да, типа голоса, как бы ограничивает, да, определенно, Да, у меня вы не нет. можете сыграть, да? Какую бы вы еще хотели, допустим? Нет, и все, что я хотела, я уже спела, и у меня впереди еще есть. Тоску очень хотела, включение спела. Моя любимая Травиата, конечно. Для моего голоса она, как сказать, очень сложна, что ее поют высокие голоса. Такое, да? Да, но там такая музыка, ее поют более высокие сопрано. И всегда слушаю исполнение моего голоса, потому что вот такого плана, как я, голоса, они не имеют такую технику, чтобы спеть Травиату. Она очень сложная. Но я вот пока ее могу петь, мне ее интересно, я буду в мае ее петь в Москве, очень волнительно. Вообще в Москве петь всегда очень страшно. В Европе не боюсь, в Москве боюсь. Мои агенты находятся в Англии. Я вас хотел спросить, Да, в Англии, есть? да, самое мощное агентство, ну, одно из мощных, AMG, Asconas, вот я в Асконасе. Каждый, до этого была я еще в одном американском, но я от них ушла. Вот, со мной работает Фабиана Делпиас, две ее помощницы, Софья и Керсти, то есть они ведут мои дела, все эти переписки с театрами, там, чтобы мне квартиру взяли, там, билет, вот это все. Это не так все просто. И когда отказываемся, ты платишь большие проценты. Ну, вообще не любят певцов, которые... Мне просто повезло, когда я отказалась от финского проекта, это театр класса А, и мы не можем терять такие театры, потому что мне просто повезло. Они говорят, мы так вас любим, Вероника, что это, мы вас еще хотим слушать, поэтому в 2018 году мы ждем вас на Аиде. То есть я Нике сказала, я говорю, как жаль, что я Финляндию потеряла, там же наши осетины, они мои земляки приезжали из Тарту, значит, осетины, и всегда дарили мне, значит, букет остинский из флаг. И там еще все, типа, ты же звезда, и конфеты, как звезда. Кстати, только в Финляндии, а другие наши земляки в других странах, так скажем, Европы. Но они даже в Москве не ходят, я вас умоляю. Да, ну, в Тарту они... Попались любители. Да, там такие замечательные семья одноврачей, очень красивые люди. Там еще, как ее зовут, Дудаева Венера, по-моему. Спасибо ей большое, она очень внимательная, она всегда к себе зовут. Я говорю, ой, я такая уставшая, здоровая. Они приходят. Есть мои поклонники из Швейцарии, из Лондона, из Праги, из Новосибирска семья, которая летает на все, из Риги еще женщина, она уже в Большом театре была, уже в Хельсинки была, в Праге была, то есть они летают, да. Ну, это отдельные люди, их очень мало, но они за своими любимыми. Вот она послушала меня в Финляндии, значит, в партии Таис, а там в этом театре нельзя снимать, и каким-то образом она засняла на видео, и у меня этот спектакль остался благодаря ей, Инессе. Я ей так благодарна. Да, Карелин очень любит оперу со своей женой, он же в Новосибирске живет, и вот там, в общем, жена в Большом театре, он был на Дон Карлосе, на Отелло был, на Аиде был, он очень такой большой поклонник оперы. Вот жена его замечательная, то есть она ему привила любовь к классическому искусству, он на всех сольных концертах бывает у меня, да. Вероника, скажите, а насколько внешность важна для оперного певца? Понятное дело, голос первый, но помогает как-то? Внешность, да. Нас забирают фотографиям даже, сейчас, фотографию. Я говорю, да, яркая такая, да. Даже было так, что когда Трелинский меня делал Олег, и почему-то, там же Земфира цыганка, да, по Пушкину. Почему-то он хотел блондинку Земфиру. Это вообще, тоже европейцы. Ему показывают эти фотографии, он говорит, это вот Земфира, значит, одна из... И когда он меня увидел, он говорит, оставляем так и волосы, и длину, все оставляем. То есть он поверил в мой опыт. Нет. Вот, правда, я была в джинсах. Я вспомню эти джинсы жуткие. Так что вот так вот. Да, очень важна внешность. В моей профессии самое главное характер, потому что
люди разные, у нас и зависть, ну и все. Но, слава Богу, я этого не чувствую, потому что я всегда об этом мечтала. Жить и в России, и в Европе, петь и в России, и в Европе, так, в принципе, так и получилось. И везде быть мало, потому что если ты мало, по тебе скучают, тебе уже так особо ты никого не раздражаешь. Мне все говорят: Вероника, мы тебя ждем везде как солнце. Каждый театр меня ждет. По мне везде скучают. Это я знаю, мне пишут, и когда я приезжаю, меня все ждут. Я много не хочу везде. Вот у меня трудовая книжка в Новосибирске, она была год раз. А так я свободна. Мне что нравится? Я могу отказаться от премьеры, могу согласиться. И от этого получаю удовольствие. Я всегда к этому стремилась. Вот. Когда мне что-то заставляют, там, уговаривают, это я просто терпеть не могу. Вот, допустим, к современным постановкам, к классике, как относитесь? Нормально, я же у Чернякова пела, он самый. Пела и у Селларса пела, который совсем, да. И пела и у Дэвида Паунки в Гамбурге открывала, значит, театр премьера «Князь Игорь». Но у меня вот сразу был красивый костюм, ярославный такой, золотой, там ее с церкви вывозят. Но сцена с Галицким и с хором, он, значит, так поставил, значит, вот этот обшарпанный наш белый кафель, сломанный, значит, пьяные русские пьют водку, насилуют пионерку. То есть вот у них такое представление. А так как в постановке участвовал потом и Пата Бурджуладзе, мировой, значит, певец наш, Кончака, да, баллотировался в президенты Грузии, значит, Мартиросян пел Галицкого, туркменский тенор, который там в штате пел, господи, что зовут тенора партии, неважно. То есть там вообще никого не было из русских. Поляк пел самого князя, и румынка пела Кончаковну. И мы так злились, мы же из России все-таки, и мы так злились, что он так вот представлял себе, что все пьют там. Да, то есть больше мне всех понравился, конечно, господи, уже я сейчас не вспомню, может быть, режиссер театра Шекспира в Англии, который поставил в Большом театре спектакль. Я не могу вспомнить, ладно, где-то в интернете есть. У него классический костюм, вот Дон Карлос, который я буду петь в марте, безумно красивый спектакль. Костюмы специально готовились, они очень тяжелые, у нас необычные парики, легкие-легкие, таких париков я никогда не видела. Вот, там вообще волос не чувствуешь. Ну, это большие профессионалы, приезжали, делали все. Костюмы очень большие, их потом выжимать надо, когда споешь, мы в корсетах вот такие. Но я люблю этот век, там 17-й, 16-й, эти прически все. Это очень красиво смотрится со сцены. Вот. Посмотрим, какой Дон Карлос, меня пригласили в Англию, посмотрим, какой там будет спектакль. Везде разные режиссеры. Я вам хотел сказать спасибо за этот Новый год. Ну, было что посмотреть, благодаря рождественскому вечеру со Спиваковым. Да. Хорошо. Кстати, вы там тоже, да, по-моему, просто Да, слышно же было. Ну, не слышно, вы об этом сами. Да, я прилетела, я вообще, я такая рисковая. Значит, я уже успела больная, я заболела. Мне надо спектакль. У меня грипп, вообще такой грипп, что ужас. Во время гриппа у певца очень хорошо открываются вот эти. Но если ты так спел один раз, дальше ты все, один раз можешь спеть. Я вот как-то спела, еще такая постановка, Йоланта лежит на полу. На холодном, пока на холодном полу, театр огромный, дует. Ну, мне пришлось. Режиссер сделал, так я и лежала. Ну и на второе утро мне улетать в Москву на запись. Мы записываем в октябре, а вы смотрите уже под Новый год. Да. Это там антураж такой делает, типа Новый год и так далее. Значит. Все, я звоню, значит, канал Культура, я говорю, все, я не приезжаю. Они говорят, Вероника, ну как? Все, я не могу, говорю. Но я правда не могла. Но у меня в Праге есть друзья такие, таких людей у меня нет нигде. Так получилось. Вова Коваль, которому 70 лет, я с ним занимаюсь. Приезжали, я их привозила. Мадина Кржищ, она грузинка, но у нее муж очень известный адвокат, в Праге самый известный. Это все мои друзья. И Вова говорит, Вероника, ты не должна отказываться. Я говорю, я вообще не могу. Он
сейчас мы тебя вылечим. Значит, мой врач, вернее, это врач моей дочки, она из Белоруссии, она там, значит, у нее большая клиника в Праге. Она мне дала швейцарский антибиотик, 3 таблетки. У нас таких лекарств нет. Значит. Она говорит, прими сегодня. Значит, Мадина сделала еду, ее муж забрал рецепт, там же в Праге все по рецепту. Взял рецепт, купил это лекарство, бедный, оставил свою работу. Мне все привез, еда, значит, это все. Она не могла выйти себе купить? Да, ну я, конечно, могла, но я не люблю. Я же 7 лет живу в отелях, и я не могу ничего не убирать, я хочу, чтобы все принесли. Так. Моя сестра мне тоже балует. В Праге мама, в отелях, понятно, все, ничего не делаю. В общем, я отучилась от всего. Да. И, значит, в общем, мои друзья меня отправили. Я опять позвонила в канал «Культура», говорю, опять приезжаю. Ждите. Но, вы понимаете, в простужном состоянии полететь, это все. Я пришла к Спивакову, я даже это плохо помню. И начала петь. Он понял, что все страшно. Но как-то, я не знаю, чем-то я спела опять. Ну, пошла. Не знаю, как я там записала, да? Это не опасно для голоса? Опасно, опасно. Ну, вся жизнь риска, без риска ничего нет. Я очень благодарна. А потом, когда посмотрела передачу, я говорю, Вова, спасибо, что вы меня отправили. Я сама сказала нет. И вот эти антибиотики как-то меня восстановили. 3 дня я их попила в Москве. Пока шла запись, я немножечко, у меня уже что-то появилось. Ну и потом себя настраиваешь, это тоже очень важно. Ну вот, могла отказаться. И теперь таких записей я сама с удовольствием слушала. А тишину, вот эта тишина, да. Это я сделала для папы. Папа у меня родители жил в Германии, они приехали ко мне, значит, в Прагу. Папочка, как всегда, немножко поддал, мы разговариваем. Говорю, папа, я буду петь песню Пахмутовой там какую-то. Говорит, да нет, эта песня мне не нравится. Я говорю, какая тебе нравится? Вот, говорит, поет там какой-то актер очень известный. Тишина, Зарагорская. Говорит, папа, это такая мужская песня. Я говорю, нет, я хочу, чтобы вот это спел. И я ему сделала сюрприз. Значит, я позвонила на канал «Культура», говорю, все, я пою другую песню. Говорит, как, Вероника, уже сделали ноты, уже Спиваков репетирует. Говорю, нет, или я пою другую, или я вообще не пою. Он говорит, хорошо, сделаем. И папа, конечно, папа все смотрит там в Германии, как он плакал от счастья, он же не ожидал. Еще ему понравилось, потому что папа мой первый критик. Доченька, ну серьезно, я так хвалит, но ты скажешь, сегодня было не так. То есть он может сказать минус, да, тоже? Но папа лучше всех чувствует. Уже меня породил. Так я не пойму, у вас родители живут в Германии? Ваша родная семья в Праге? Да, я в Праге. А вот когда вы уезжаете, кто дома остается? Кот. Моя квартира по полгода пустует в Праге, так что... Нет, ну, в Праге я купила, понимаете, мои родители уже в таком возрасте, чтобы они ездили на машине, то в Прагу, то в Германию, чтобы где-то было у них оставаться. Никто. Просто у моего брата немецкий паспорт уже, вот он приезжает ко мне в Брюсселе со мной будет, сейчас он приедет в Женеву ко мне, то есть брат это на своей машине, в Европе все близко. И он на все европейские постановки, он со мной. Что нормально. Ну хорошо, когда близкие. Да, он знает 5 языков, с ним везде очень легко. Так получается, это родная сестра. Родная, еще брат в Германии. Германии. И никто из них не поет? Все поют, кроме мамы. Ну, для себя. Инга в караоке поет. А вы поете в караоке? Да, Да? конечно. А что поете? Все. Вы не хотите Я захожу, мы с Тимой, например, хотим попеть, мы заходим, пока никого нет. Да. Час посидим, когда люди приходят, мы выходим. Потому что везде такой эффект. Я не могу петь нигде, потому что, во-первых, начинают снимать, это категорически нельзя. Потом есть такая еще привычка, начинаешь петь, а они не могут понять, живое зоро или запись. Еще такая привычка, вот, допустим, я один раз там пела, вы не поверите, это было несколько дней назад. Я не буду называть место, а я приезжаю, я думаю, ну хоть здесь, в этой деревне я расслаблюсь. За столом
4 мужчин, они выпивали. И я встала, у меня новая песня, я хотела ее обкатать, сейчас думаю, поставлю флешку, попою и далее. Я начала петь. Там один очень грузный такой мужчина встает. Я говорю, ну хоть здесь сейчас. Никто меня не знает. Во-первых, они подходят и делают, очень многие, вот так, тебе вот так вот. Очень быстро должны. Да, Сашком, а так, ну как, человека не знаешь. Он подходит к столу и говорит, это она. Но я никак не могла ожидать, что это 2 часа в Владикавказе, просто не хочу называть рекламу им делать. Он мне говорит, значит, и когда он мне такой фразу, а в его перле нету минус, я же поняла, что он знает меня. Потом он мне сказал, что, оказывается, его брат в Канаде, вы же Вероника Джоева, я говорю, да. Как вы меня, говорю, в этой деревне узнали? Еще подвальное такое было помещение. Ну, это на чудо похоже. Ну, думаю, ну это же деревня, меня здесь как могут знать? Он говорит, мой брат живет в Канаде, и он ваш дикий поклонник, и давайте сделаем фотографию. Я говорю, а там был со мной человек, говорю, снимать нельзя. Но я ему разрешила снимать, но я говорю, нигде не выкладывайте. Здесь невозможно, даже если люди будут, сразу, или в Москве там меня попросили, я со своими друзьями была, ну иногда хочется, просят, ну спой. Я пою, но и сразу все поднимают камеры. Что мои друзья говорят, ну как-то вот, как зоопарка. Ну да, это, кстати, уже на мне нельзя, людей да. на автомате. Вот Да. Что-то видят, они это не смотрят, они Да, и я поставят, опасаюсь, смотрят. сейчас может все что угодно, наша любая плохая запись там может пойти, вот это не может, против нас может сыграть. Я серьезная певица, а мне нельзя. Ну, конечно, я со своими друзьями расслабляюсь, и мы всегда, как правило, сидим там, где в таких местах, чтобы это отдельно, чтобы нас никто, и для своих я, конечно, пою. Завтра у моей подружки, у дочки день рождения, я, конечно, ей тоже спою. Вот. Дочка тоже поет, да? А у меня 3,5 ей. Ну, я думаю, что петь будет, она уже выбрала профессию. Да. Она в Петербурге. Вероника, какой-нибудь особый режим есть там? Да, надо высыпаться, не нервничать, острое не есть. Мороженое. До голоса плохо. Мороженое, омлет это нормально для меня, но вот острое, мне кажется, немножечко не очень хорошо. Хотя я очень острое люблю, мы же кавказцы. Ну, я особо не берегусь, я семечки могу. Нормально, мне все нормально. Что вы любите, какую еду? О, Кавказскую. да, пироги, все я люблю. Дижа. Ну все, я очень много кушаю, да. А из европейской кухни, допустим, не ставят? Это особо я не люблю. Ну, не знаю, что-то европейское. Гнедлики эти чешские, не знаю. Я безразлична. Я тут такое хочу, нормальное что-то. Но я когда прилетаю, когда я прилетаю, родители уже у меня в Праге. Я маме заказываю, что я хочу. И у меня все есть. Да, мама все делает. Она и пироги делает, и все, что я захочу. Поэтому в этом смысле. Да и вообще в Европе никто не готовит. Ну, там такие рестораны прекрасные. Дома мы тут чай попить. А так, в Праге, например, такая красивая Прага, ну как там уже дома сидеть. Мы гуляем просто. Родители не очень любят рестораны, как я их не поведу, они говорят, ну, папа, лучше бы за эти деньги дома. И все время жалко денег. Моя жена лучше приготовит. Ну, действительно, сколько раз мы не пошли, когда не очень было. Папа любит дома все-таки, маме. Я не могу их отучить от этого. А я не хочу, чтобы мама готовила. Да нет, я хочу, чтобы моя мама отдыхала, я не хочу, чтобы она 3 детей, муж, всю жизнь. Я хочу, чтобы она жила по-другому. Ну, никак нет, она переубедить. Ой, я бы никогда не готовила. И не готовила, и не готовила никогда. Да. Когда-нибудь придется внукам что-то делать. Какие-нибудь удивительные встречи там, или вот что вас поразило в жизни? Гастролируете же часто? Да. Да, ничего, не знаю. Да, я даже не знаю. Мы очень скучно живем на гастролях, на самом деле. Мне это кажется. Чуть утро, вечер, репетиция, ты ничего не видишь. Вот я была в Хьюстоне на 7-м месяце беременности, постановка. У меня был 1 выходной. Только под Новый год. 1 день. И также в Финляндии. 2 утром все на репетицию в 10 часов. Так что
И после репетиции уже никуда не ходишь особо. В Европе какие там могут быть? В Европе скучные люди, я не могу там, мне порой хочется просто сбежать оттуда. Они Слишком прагматичный, наверное, да? прагматичные, скучные, но какой-то они своей жизнью живут. Ну, человек, который родился в России, ему очень тяжело в Европе. Все равно ты не можешь без России, без русских людей, без советских, ну вообще без нашего тяжело. Ближе вам кто по духу вот, из европейских? Ну, чехи, наверное, не привыкла к ним как-то, уже знаю их. Я все оперы свои люблю, я о них мечтала, я даже, таких, я никогда, всех великих я видела по телевизору, да, и никогда не думала, что так близко буду с Плисецкой, Щедриным, Царство Небесное, там, с Образцовой будем. 7 лет прошло, и мы уже вместе в жюри. А когда она сюда приехала, вы прослушайте меня, пожалуйста. Жизнь — это просто невероятное что-то. И потом я среди жюри, в комиссии, где мы, значит, решали судьбы молодых оперных певцов. Всего-то прошло ничего. Я тогда не думала, что до них дотронусь, да. И великая Сазерленд, это вообще, это Мария Каллас и Сазерленд, это и Луиджи Альва, и какими великими людьми не пришлось поработать. Даже Летать не боитесь? Летать? Нет, я сплю всегда. У меня столько перелетов за год. Я нормально уже. Я люблю самолет. Я живу тем, мне дает жизнь вообще то, что я живу своими будущими проектами. Я знаю, что мне вот эта страна, это дает стимул, да, это дает. Это смысл жизни. А так вот, знала бы я тут, я живу и никуда не полечу. Ужас просто. Кошмар. Уже не представляю. Хотя философски отношусь к тому, что когда-то это закончится, мой голос станет качаться, как старой бабки, и надо будет... А в каком возрасте, вот среднем, ну вот есть какая-то статистика? Не дождетесь. До 65 лет я точно буду пить. Ну, мы уйдем на маленькие партии, там нянечек, там всяких нам дают бабулечек. Ну, надо к этому, или там сделаю свою школу, да. Буду... У нас прекрасные дети, голоса. Ну, просто ими никто не занимается. Я вот только приехала, мне я занимаюсь, и мне все родители звонят, послушать этого ребенка, послушать. Я уже многих послушала, там, порекомендовала. Люди хотят, просто нет возможности. Это дети, да, талантливые? Дети талантливые, а сколько действующих артистов, которые в Берлинской опере, Цаглава или на Да, Ленка Цаглава, да. Ее здесь вообще не знают, у нее блестящая карьера, да, красавица. Ленка тоже, вот у нее именно, она живет в Берлине, то есть, Коваль такой человек, он так любит жизнь. Это человек, который лечит от депрессии. Он не знает, детка, ты грустишь? Он говорит, как можно? Я говорю, вот у меня проблемы. Как можно говорить о проблемах, когда у тебя есть такой голос? Я не понимаю. Как можно? Он не понимает, он реально не понимает, как можно страдать, когда ты так можешь петь. Он говорит, разве другое? Разве это проблема? Это же все решаемо. А мы, осетины, какие? Вот малейшая проблема. Ох, трагедия! Уже надо в черное одеться. Почему мы мало живем? Все же нервы, нельзя переживать, нельзя. Но я знаю по своей семье, у нас такая, не знаю, гены у нас такие. А он не понимает. Он говорит, я утром просыпаюсь, и я живой, и уже все. Покормил рыбок, собаки, кошки, сделал завтрак. И с ним пропадает депрессия. Вот Инга свидетель. Он говорит, я с ним пообщалась, и вот все у меня прошло. Мы, осетины, такие, мы депрессивные, мы что-то постоянно переживаем. Они там радуемся тому, что у нас есть. Просто простым вещам. Простым вещам радуются. Я не просто как это возможно.